Бисмиллях, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Всем доброй ночи, дорогие мои друзья и подписчики. Смотрим, спят ли все. Ва алейкум ассаламу ва рахматуллахи ва баракату. Ну, двое не спят. Ва алейкум салам. Адлан здесь, Валет здесь. Алхамдулиллах, декю. Цамарха дадели, масера обл дойл, шумархнеш. Вот. Один день из священного месяца Рамадан уже позади. Ва алейкум ассалам. Я рад видеть всех вас в эфире. Вот. И, конечно же, надеюсь, мы сегодня пообщаемся. Амин, вазиды, амин. Поговорим, так сказать, об интересном, о важном. Конечно же, не без истории. Наш канал в основном исторический. Думаю, что мы поговорим с вами по душам и на интересные темы. Пока есть такая у нас возможность. Можете сразу задавать вопросы. Ва алейкум ассалам. Ва алейкум ассалам. Ассаламу алейкум, всех с праздником. Руслану алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. И вас с праздником, наши братья адыги, со священным месяцем Рамадан. Дай Аллах, чтобы все до окончания его мы встречали мирно, с радостью на лице. Вот. Да, честно сказать, в последнее время немножко сложновато, но все же людям, которые прошли через все это. Ассаламу алейкум, сабусул, нохчи, вежери, нохчи, вежери. Молду халда, ва алейкум, ассаламу рахматуллахи ва баракату. Алхамдулиллах. Алхамдулиллах. Мы живые, здоровые. Держимся по мере возможности, конечно. Вот.
Я так понял, после первой уразы все уже максимально загрузились. Башлам, если в Алдах жили ногчи, то, наверное, Сюркварт тоже. Сюркварт это чеченское название. Конечно, ногчи. Вся наша территория только во время оккупации и когда наш народ уходил в горы, на всей нашей территории жили ногчи. Вот. И, конечно, в разные периоды, во время депортации на наши земли заселялись. Вот, во время правления Ермолова, мы знаем, да, заселялись. Вот, ну и позже, конечно же. Сперва они были терскими казаками, потом уже появились так называемые сунжинские казаки, которых подселили туда же. Вот. Вот так и появились эти люди. И все остальные, в основном, которые появились. Ибрahim, и вот я это нагяцер и закрепить муирертеш. Закрепить латлу шальшидик хряр вообще. Омар, мой брат, Шароевский волк. Ты закрепил? Все, ДРС Хейло. Просто я не вижу, что она закреплена просто из-за этого. Вот. Вот в такие разные периоды и подселяли. Кстати, вот сейчас как раз мой брат Умар подключился, один из старых воинов. И Руслан Битоков задонатил. Руслан, в этот священный месяц пусть Аллах в 1000 раз приумножит все, что ты делаешь, помогаешь, донатишь. Огромное спасибо тебе, брат. Вот в этот месяц оно особо важно. Да примет Всевышний Аллах вашу поддержку нашему каналу. Кстати, про брата Умара как раз то, что я сказал. В Шаройском районе в основе заселились те, которые заселились, и народные соседние общества именно во время Шамиля в основном. До прихода его на территории нашей Родины не проживали. Эти горы, весь Шаройский район, Чеберлоевский район исконно принадлежал ногчи народу, и проживали там в основном в процентном соотношении 95% ногчи. И, конечно же, те люди, которые убегали от своих князей, вассалов, там, я не знаю, вассалов, говорю, от князей своих, шамхалов и так далее, просили помощи, и чеченцы оказывали, разрешали им поселяться, конечно, не в тех селениях, где живут чеченцы, а где-то на окраине оставляли их. Вот, поскольку в наших адатах, в нашей культуре это всегда присутствовало. Конечно, каждый может сказать, что хорошо ли это или плохо, это уже другой вопрос, но, наверное, все-таки наши предки знали намного лучше знали, как нужно поступать. Я его обязательно текст подготовлю. Вот, и закину наших братьях, адыгах, черкесах, как они переселялись во время войны. Ролик как раз сняли сами черкесы, адыги. То есть это, как говорится, он очень интересный, с чего это все началось. В основном сопротивление кабардинских князей, недовольствие наших братьев-черкесов.
со времен становления непосредственно крепости Моздок. Про аух мы всегда говорим, все зависит от вопросов, которые вы задаете. Башлам, а здесь нельзя к тебе в эфир попасть? Нет, здесь нельзя, только на телеграм-канале. Здесь можно задавать вопросы, и мы будем по ним отвечать. А эфиры, чтобы можно было отправить в эфир, это уже во время, когда мы проводим на телеграм-канале. Есть вкратце, это чушь. Вот я сказал вкратце. Вот, кумыки жили на своих землях, и оно на картах отмечено. Вот, земли Шамхала Тарковского, вот там они и жили. Позже, во время Султанмута, они появились уже по левую сторону Сулака и дальше. Мы всегда жили по соседству, неплохо жили. Вот. Но остальное это, конечно же, байки и сказки. Да, без всякого сомнения, они получили огромные наделы на территории Чечни, местности качкалыковцев, местности мичикизовцев, вплоть до и Грозного, и выше до Назрани. Алейкум ассалам. Также по Тереку, вплоть до Моздока и местности Чеченская Балка. Вот, поэтому все это было в нашей истории, и мы знаем об этом. Вот, поэтому что было, то было. Но являются ли эти земли исторические, как говорится, принадлежали ли они исторически кумыкским шамхалам и так далее? Это, конечно же, нет. Как и не принадлежали земли ни нуцалам, ни шамхалам, ни кабардинским князьям. Я говорю о внутренних землях нашей Родины. А если бы это и было так, если бы оно принадлежало на протяжении 1000 лет, если бы оно принадлежало на протяжении, там, я не знаю, 500 лет или и так далее и тому подобное, должны было бы что-то остаться от их величественной культуры и так далее и тому подобное. Ну, кроме как могил каких-то нагайских ханов, и то за Тереком в основном. Это Шелковской район, Наурский район. Вот то, что осталось от нагайцев, от, возможно, татарско-монгольского нашествия и от монгольского нашествия. Все, что осталось из археологических каких-то вот подтверждаемых, что можно сказать, что там были, но ни больше, ни меньше. Так, Билайн сообщение. Кто-то задонатил на телефон. Ну, Allah dēļ sādoil, dēļ būdisnek ezerškā sovdoļa tilmark, dēļ duqa huela, брат, беш мархаба таха, būdisnek ezerškā sovdoļa. Жалко, что я не могу его взять с Билайна, то есть номера, взять его. А так мы могли бы заказать хорошие новые книги для нас. Я сегодня был на рынке Северном, там есть очень хорошие исторические книги. Вот, ну, что поделаешь. В любом случае, Аллах дал саду, лошамарка дал духуахуэл. Массер дал юзел. Вот. Вот таким образом здесь, на этой территории появлялись. Но, честно скажу, самым лучшим исходом из всех вот этих беков, князей там и так далее, из них они появились, то, что с нами более
реально, которые попытались влиться и стать единым целым, это были, вне всякого сомнения, это были адыги. Вот. И когда шейх Мансур начал свое освободительное движение, они отступили. Вот. Без всяких проблем. И мой брат Ошурма в Кабардинском в стране песни четко Шишен. Да, и брат мой Умар, Аллах да са, дуэлок пеш мархибата, я это не удана, да духуа хуайло. Да Аллах хамас суц абуш дюзел штира масан дир Аллах да са, ил хадана, та буиснага эзершка содолила. Огромная благодарность моему брату Шароевскому волку. Он, правда, когда я говорю Шароевский волк, он уточняет, он Шароевский волк, проживающий в Гудермесе, и прописанный в Гудермесе, и в основном находящийся за пределами Чечни. Но все-таки он понял, кому я это адресовал. Вот. По поводу... Послушайте, дело в том, что мне никто это... Жуапло, Асиязден Чунбах, Дукьехейл. Уважаемые друзья, ну вы задаете вопросы, которые я порой очень... Так, в эфир. Ассаламу алейкум, ажри, ва алейкум салам. Дед один, коротко. Ва алейкум ассалам. Шейх Мансур Турок, Байсангур Дагестанец, Ташухаджи Кумык, Дудаев Осетин, говорит, Дагестан, почему они вечно наших людей к себе Контхаджи у них вообще араб. Дон Антонио Конте. Ну, то, что ты сказал, все является чушью, нелепицей и абсурдом. Даже обсуждать этого не стоит. Поэтому это вообще не является поводом для разговора. Что шейх Мансуру приписывают, что другому. Ну, потому что не хотят. Не хотят осознать, что есть на Кавказе автохтонный народ. Вот. Всех, кого ты перечислил, кроме Кунтхаджи, потому что там он из семейства, из потомков курайшитов считается, а курайшиты, они не потомственные нохчи, он не может быть чеченцем. Если он является курайшитом, а это если я не ошибаюсь, из Саудовской Аравии, это не ложь. Что касается Ташухаджи, вопрос очень серьезный, вопрос вопрос, который еще не закрыт и не доказан. Кроме того, что есть какие-то вот небольшие перипетии по этому вопросу, каждый тянет на свое. Поэтому думаю, что это... Ну, то, что шейх Мансур турок, татарин, итальянец, это все чушь собачья. Шейх Мансур исконно чеченец, поэтому потомки есть, родственники есть, что тут уже дальше говорить. Башлам, это лучший комплимент, я рад, что это все чушь, а то у них фляга свистит, им по ходу паспорт надо показывать, где написано. Да нет, конечно же, паспорт показывай, не показывай, эти люди утверждают, что Ачерхаджи является кумыком, когда его потомок, прямой потомок, говорит, что он нохчи из Тейпа Гендергно, являясь исконно чеченцем. Ну, что тут поделаешь? Честно сказать, это уже немножко, как вам сказать, немножко неправильная тема, но это обсуждаемо, этот вопрос будет обсуждаться до тех пор, пока не будет поставлена точка. Поставлена точка в этом вопросе, конечно же, очень сложно, если нету ДНК-теста или нету прямых его потомков, которые могли бы это доказать. А по его описанию, то, что он знал чеченский язык или не знал чеченский язык и так далее и тому подобное, ну, здесь, конечно же, можно говорить от себя, потому что, являясь одним из исторических важных персонажей, он, конечно же, вне всякого сомнения доходил до самой Адыгеи и распространял ислам.
То есть я не уверен, что он пришел там в Адыгею и на кумыкском языке им говорил принять ислам и так далее и тому подобное. Вот. Арабский знал, кумыкский знал и чеченский знал, уверен в этом. Потому что все его сторонники, наибы, в основном 90% были чеченцами, нохчи. Это очень странно, конечно. Все любят говорить о Ташухаджи, но почему-то никто не говорит, что и жены его, и все остальные, и ставку здесь, и воевал он здесь, и погиб он здесь. Все, валикум ассалам, все его касающееся в Чечне. А вот каким-то образом он оказывается не отсюда вовсе. Вот, поэтому на эти вопросы можно отвечать разумно, не спеша. Нужно исследовать, нужно смотреть. А то, что написано, что там он Ташухаджи Аль-Кумуки, то это вся доказательная база, которая есть. Что касается Эндери, мы все прекрасно знаем, что Эндери это непосредственно население, в котором проживали и чеченцы, и кумыки, причем чеченцев там было немало. Об этом огромное количество доказательств, как их оттуда просили изгнать, как говорили о селении Эндери, что это место, где нужно, собираются все разбойники, продают людей и так далее и тому подобное. Ермолов очень сильно любил, так сказать, эту местность. А все остальное, ну, а, как вам сказать? Да никак. Нужно разбираться, нужно изучать. Ахмад Сулейманов, есть прямая ссылка, что Ахмад Сулейманов записал у себя а, Energy Drink, а, то, что ты посылаешь в священный месяц свинью, я не знаю, что у тебя с головой, являешься ты кем, я не знаю. А, Вообще, если ты свинья, то нам не нужно показывать свой автопортрет. Мы все нохчи и остальные братья адыги и все остальные, мы мусульмане. Ты, видать, у нас или любитель свиней, или сам свой автопортрет показываешь. Священный месяц Рамадан. Конечно же, то пятачок ты присылаешь, то свинью, то есть зачем нам видеть твою харю? Из какого ты там, я не знаю, свинопаста или кто ты там. Вот. И, конечно же, Амад Сулейманов у себя в книге четко отмечает, что дедушкой Ташухаджи по отцовской линии был непосредственно Бобхадж из Тайпадышни. Поэтому за него переживать мы не должны. Алейкум ассалам. Ташухаджи, Сейснар Ташухадж, мы уверены, что он нохчи. Еще раз повторюсь, 95% как минимум все сторонники Ташухаджи были нохчи. Похоронен он тоже здесь. Ставка его была тоже здесь. Жены у него были тоже чеченки все. А мы знаем, как чеченцы относятся, не в обиду никому, выдачу замуж своих сестер или представительницы своего народа за другие нации вообще очень до сих пор относятся негативно к этому. Вот. Поэтому утверждать я не утверждаю, но мы работаем, доказательства собираем. Я не говорю, что он тот или иной, но все-таки. Вот. Дальше. И вы сбили меня как говорится, с мысли. Вот распространение земли, которые и как появились у нас. Я каждый раз вам об этом рассказываю. Это наша ахиллесова пята, понимаете? С учетом того, что у нас была военная демократия, с учетом того, что у нас всю жизнь фактически до современного периода
о том, что у нас не было рабов, не было князей, не было ханов и так далее и тому подобное. Смысл, а, честно сказать, смысл того, чтобы нас задеть, у этих людей есть. То есть им нужно максимально, им нужно максимально задеть наш народ, оскорбить. То есть, с одной стороны, люди пытаются сказать, что из маленького одного их общества произошел чеченский народ, с одной стороны. Некоторые норнийцы пытаются это утверждать. С другой стороны, Сюили пытаются утверждать, что половина земли, то есть с одной стороны одни, с другой стороны другие. И насколько должны быть нохчи такими матерыми волками, которые одна сторона принадлежала одним, другим принадлежала другим. Вот пришли нохчи и дали по башке так, что и тех, и других откинули отсюда и заняли самое шикарное, самое красивое место на земле. Ну, по-другому с этими людьми говорить нельзя. По-другому говорить нельзя. Если они несут такую чушь, как нужно говорить с этими людьми? Здесь могилы наших предков, которым по 1000 лет, если не больше. Ни один представитель ни оттуда, никто не может показать и доказать, что это их. Слова, ну, единственная мотивация некоторых здесь норнийских, особенно генералов стратегического назначения, это то, что вот, поймите, здесь нужно максимально расколоть народ. Расколоть наш народ, расколоть, раздробить его, вкидывая вот эти вбросы, чтобы люди между собой всегда проводили какие-то а, дискуссии, говорили наш, не наш и так далее и тому подобное. Вчера я буквально вам зачитал, и здесь документ у меня лежит на столе, о 19 веке. О 19 веке мы говорим. И там видно, какие тейпы есть, и где они проживали. Но, однако, если эти тейпы не указаны, а, они входили в в тот или иной тейп, или не указаны в основном. Или дробление пошло позже. Ни больше, ни меньше. Там, вы же видели, да, там написано шатой, и там уже идут тумсуай, вашандруай, варандуай, хаккуай, пхамтуай, гаттуай, сяттуай. Там идут все. Понимаете? Дон Антонио Конте. Знаешь что, Дон Антонио? Тебе надо зайти на мою страницу, пролистать, и ты очень много чего найдешь про дзурдзуков. Снова и снова повторять мне один и тот же вопрос не стоит. Да, дзурдзуками называли нас. Что это обозначает, я зачитывал с книги уже раз, наверное, 5 или 10. Вот. А повторяться все время, говорить об одном и том же, мне нету никакого резона. Если ты хочешь узнать, где можно взять, ты можешь зайти на мой Facebook телеканал, ты можешь зайти на Instagram телеканал, ты можешь точно так же посмотреть в ВК, ты можешь посмотреть в Telegram, там все есть. Про дзурдзуки, про кистинцы, все это есть. Бисмилля, бисмилля. Рука чешется, хотя, честно сказать, неоткуда, нечего. Вот, вот такие вот ситуации. А, Ну, про исторические процессы можно обсуждать и говорить очень долго. Очень долго можно. Как появились, какие были взаимоотношения, как их прогоняли. Конечно же, можно на конкретных случаях говорить об этом. Ну, допустим, есть несколько версий, как Султан Мута приняли чеченцы на левой стороне Сулака, то есть в этой местности между речью Терека и Сулака.
как ему помогли чеченцы. Частично были на его стороне чеченцы. А другая часть, которая не поддерживала Султанута, была на стороне Шехмурзы Окотского. Вот. Кто-то, опять же, наш народ был разделен на две части. Кто-то хотел заключить договор со своим могущественным северным соседом, а кто-то не хотел. Тот, кто не хотел, тот, кто не хотел, он занимался непосредственно своими вопросами, то есть какие были взаимоотношения и с кем. Возможно, у него были с персами, возможно, то есть персидским государством. Возможно, его интересы там, политические, геополитические, он получал поддержку, возможно, от турков, поскольку эти являются тюркоязычными. Поэтому я не могу сказать. Но мы говорили о договоре, который заключал Шехмурза Окотский, и много говорили об этом. Кстати, вот этот договор Шехмурза Окотского а, очень сильно бьет по сказкам Красного Горшка и поддержка его там всяким долбозвончикам. Поэтому... Так, подождите, я могу его удалить? Кажется, я удалил, да, его? Вроде удалил я его. Маша Аллах, какая хорошая функция. Раз, домой отправил. Вот. И, как мы знаем, он мешает им только тем, они утверждают, что вообще ауховцы, акинцы, акоки появились в 17-18 веке между речи Терека и Сулака. Якобы они им позволили из-за ислама и так далее и тому подобное. Поэтому это никак не сопоставляется с этим вопросом. Почему? Потому что уже в 15-16 веках на этой местности непосредственно проживают аухи, аухай, акоки или акинцы, как хотите называть. Вот. Или же они должны признать, что акинцы это отдельно, и они прошли в 17-18 веке, как некоторые наши дятлы записали в этом бумаге, бумага о марательстве в этом докладе. Они говорят, что якобы из-за того, что их ущемляли чеченцы, что у них было мало земли и астхоевцы, акинцы ушли оттуда с западной части и поселились якобы на восточной части и так далее. Ну, сюли подхватили эту идею, сказали, что там не было ислама, якобы с учетом того, что они будут исламизированы и так далее, им позволили там поселиться. Тупее, конечно, вопрос вообще. Тем более в тот период времени, это очень, конечно, смешно выглядит. Потому что с учетом того, что в основном сюли жили в горной части, кумыки, их было не так много, и чтобы они кому-то земли отдавали, брали, это не такие обширные территории. Население, то есть не было столько людей в количестве. Там ни 100 тысяч, ни миллион их не было. Понимаете? Поэтому, там, говорите, эти обширные территории были наши, там, мы занимали весь берег Каспийского моря. Но я не знаю, по крайней мере, даже в 19 веке их не было. А чтобы там были какие-то войны, чтобы их столько уничтожили, честно сказать, таких вот кровопролитных войн я тоже не видел. Что говорит по поводу этого Ермолов, мы прекрасно тоже знаем, когда уже чеченцы начали, качкалыковцы, мечекизовцы начали очень сильно теснить их.
Да и без их разрешения, что даже более или менее сильные князья без личной охраны, которая составляла чеченских воинов, не могли. Это вы тоже видели на документах. Это не мои слова, это не мои выдумки, как говорится. Вот, поэтому а, а, как-то вот так. Вот мы снова же, я не оскорбляю, не унижаю. Это уже все пройдено, это история, это все прошлое. Мы не должны из-за этого обижаться или что-то там. Вот ты так сказал плохо про наших, не про наших. Да и наших тоже плохое, много тоже, что есть. А, И мы об этом тоже говорим и не сильно радуемся. То, что у нас не было единства и что позволяло из-за того, что у нас не было единства, что позволяло нападать на соседним кочевым племенам, это была реальной проблемой. Я только могу в конце убрать. Руслан, я не понял, что ты говоришь. Вот, поэтому... А так были ли, опять же, сильные? Конечно, черкесские князья, а, ныне уже правильно будет, адыгские князья были намного сильнее. А, Шамхалов, Нуцалов, власть их была намного сильнее, да и поддержка у них была сильнее. Вот. Но, как ни странно, несмотря на все это, самая западная, получается, за восточная граница их заканчивалась в местности, где ныне находится Малая Кабарда, это западная часть, то есть они граничили с чеченцами, и с нами, с нашим народом, у адыгов было очень хорошее взаимоотношение. Вот. Поэтому еще есть моменты по этому вопросу. Очень много я обещал опубликовать, у меня эти документы есть, материалы есть, я это обязательно, конечно, тоже опубликую. Кумык, сам этот князь кумыкский говорит о взаимоотношениях адыгов, черкесов а, с представителями нашего народа, как детей отправляли сюда учиться, получать религиозное образование, военное, духовное и военное образование. То есть это было поставлено на поток. То есть у нас были очень хорошие взаимоотношения. Вот. Даже указываются конкретные тейпы, с которыми были очень хорошие отношения. Поэтому это... Но, опять же, это не говорит, конечно же, что со всеми было так. И были некоторые стычки были. И вот заключение договора с кабардинскими князьями как раз-то и заключался в том, что чеченские старейшины пообещали не принимать, то есть не принимать неправильно будет. Дело в том, что огромное количество черкесов уходило в Чечню из-под власти непосредственно черкесских беков. Чеченцы их принимали и не отдавали. Само собой, черкесы не имели власти здесь, и если они не вторгались на наши земли, зная, что это, во-первых, мы мусульмане, и плюс ко всему этому всю жизнь жили по соседству, знали как бы все иадаты друг друга. Договор, который был заключен между чеченскими старейшинами и кабардинскими князьями, было так, что мы в дальнейшем не будем продвигать свою экспансию на вашу территорию, то есть и не будем помогать царской России, а вы со своей стороны не принимаете наших беглых подневольных. Ну, уходили они от князей и получали свободу в Чечне. Вот. Опять же, прошу не путать, тут не идет речь там сразу там 100 тысяч. Нет, конечно, даже единичные случаи не хотели, чтобы они были. Чтобы вот как бы возник инцидент, чтобы люди почувствовали и начали уходить огромным количеством. Наши старейшины сдержали свое слово, но и кабардинские князья и воины тоже сдержали. Хотя, несмотря на все уговоры
царских офицеров. Они пытались подтянуть их и задействовать в том, чтобы они противостояли, воевали против чеченцев. Это особенно сильно уже во времена Ермолова было, на что несколько раз отказались кабардинские князья вместе со своими воинами. В последний раз, на третий раз, кажется, они согласились, когда им там обещали большие привилегии, там земельные наделы, вроде бы что-то такое. Но после того, когда они дошли до крепости Моздок, рядом с крепостью Моздок, это часть бывшей Малой Кабарды, я вам об этом рассказывал, они просто-напросто остановились. И после, когда им задали вопрос, почему вы не продвигаетесь дальше, развернувшись, они уехали и сказали, что мы не будем воевать против своих братьев-мусульман. Вот такой вот. Об этом есть документ официально российский, поэтому ничего. Последнее, что прочитал, русские напали на аул, и чеченцы все бросили и кинулись спасать адыгских детей, которые учились в медресе. Абсолютно верно. Они их спасли. Да, конечно же, Руслан, там были погибшие дети, да примет Всевышний Аллах их в раю. Но большую часть этих детей спасли и уже потихоньку перевезли их и отдали. Это уже в Даут-Мартане было, то, что ты говоришь, Руслан. Это было в Даут-Мартане, нынешний Ачхой-Мартан, который как раз-таки наш брат Ибраим, один из тейпа центароевцев, который проживает в Ачхой-Мартане, который помог, он тоже вот оттуда. Вот они этих детей вывезли тайно и передали уже своим братьям-адыгам. Ну, там уже шла полномасштабная война, хотя, в принципе, война шла и на всей территории Черкесии переменчиво. Вот, и как бы разницы, конечно, было немного. Если раньше они могли частично укрыться в Чечне, то война дошла и до Чечни. Вот такая вот ситуация по нашим западным, северо-западным, так сказать, нашим братьям-адыгам. Вот. Адыги, черкесы, каждый их воспринимает. Такая ситуация. Вот. Ну, что ж, уважаемые мои друзья, поскольку мы каждый день зачитываем по одному параграфу из книги нашего уважаемого, всеми почитаемого Хасана Бакаева, нашего историка, я бы хотел вам немножко прочитать. Здесь есть один параграф. Послушайте, смотрите. Я могу сразу сейчас напишите. Здесь есть, смотрите, один параграф, касающийся Нахичеван и чеченские тепторы. Параграф Хасана Бакаева. Или же мы можем, если по вашему желанию, я хочу, чтобы вы сказали, если вы хотите, мы можем прочитать другую академическую работу наших известных и грузинских, и абхазских, и чеченских ученых, которая называется «Земледелие и скотоводство». Я бы хотел, какой из этих непосредственно двух параграфов вы бы хотели, чтобы я зачитал. Еще раз. Нахчеван и чеченские тепторы или земледелие и скотоводство. Вот два из двух этих параграфов, какой вы пожелаете, тот мы и зачитаем. Если, конечно, у вас есть желание. Напишите. Если нет, то если не хотите ни один, чтобы я отвечал на вопросы, я с радостью постараюсь, по крайней мере, ответить на вопросы. Или, я сразу вас прошу, чтобы, конечно же, не было вот этих детских вопросов, типа YouTube закроют, не закроют. Я вам по этому вопросу сказал. Закроют, будем работать на Telegram.
или там через VPN, я не знаю, где можно еще, через ВК можно делать прямые эфиры. Все, что сможем, мы сделаем. По крайней мере, работу свою останавливать мы не собираемся. Есть там какие-то вопросы, там остальные. Я понимаю, что вам хочется пообщаться. Если вы хотите, ну, задавайте вопросы, я постараюсь ответить. Кроме вот этой спецоперации на Украине, которая очень сильно бьет, грубо говоря, по сердцам многих людей, в которую я, честно сказать, не хочу вмешиваться. И не та это, вот, как говорится, тема, чтобы обсуждать. У каждого своя. Давай про Нахичевань и Нахчиматян. Там не Нахчиматян, там Нахчеван и чеченские тепторы называются. Эфир идет только в Ютубе в данный момент. Хорошо. Окей. Хасанна, значит, Хасана. То обстоятельство, что в основе названия Нахчеван лежит этническое имя Нахче, ставит перед нами новый вопрос. Насколько глубоко во времени уходит это название. Понятно, что определив древность топонима Нахичеван, мы тем самым хотя бы приблизительно определим древность, лежащая в его основе самоназвания чеченцев Нахче. Самоназвание чеченцев Нахче. Мы уже видели выше, что Е.М. Поспелов датирует возникновение города Нахчеван 6 век до нашей эры. То есть название Нахче, как народа, как минимум идет 6 века до нашей эры. Непосредственно, если есть город, а город возник на основании, мы зачитывали в прошлом эфире, на основании этнонима Нахче, и местность Ван, Нахчеван, это местность, где проживал наш народ. 6 век до нашей эры. То есть этноним Нахчи существовал более чем за 1000 лет до написания армянской географии, которая официально зафиксировалась 7 века нашей эры о названии Нахчиматянг, как раз о котором мы говорили. Армянская география, которую он якобы впервые зафиксирован исследователем Бабахян, Л.О. Бабахян, безусловно признавая, что в основе названия Нахичевань лежит этническое имя Нахче, этническое название Нахче. Вот, писал, некоторые средневековые историки Ближнего Востока относят основание Нахичевани к 1539 году до нашей эры. До нашей эры. Древнегреческие, древнеримские историки называли его Наксуана. В нем печаталась монета с надписью Нахч. Нахч. Отметим, что аналогичная информация содержится также и в энциклопедическом словаре Бракгауза и Ефрона, в котором приводятся сведения о том, что некоторые персидские и армянские историки относят основание его, то есть города Нахичевань, к 1539 году до Рождества Христова. Один из исследователей XIX века, К.А. Никитин, называя тот же самый год основания Нахчевани, упоминает вдобавок и о его впечатляющих размерах в IV столетии. Некоторые персидские и армянские историки, Никитин в сноске называет их имена: Лазарь Джагринский, географ Гамид-Улла Касбинский и Стефан Арбеляни, относят основание города Нахичевань к 1539 году до Рождества Христова и удостоверяют, что он был прекраснейшим и известнейшим городом на свете. По их известиям, в городе Нахичевани в период цветущего состояния его еще в IV столетии было 30 000 домов, около 150 000 жителей.
отличавшихся богатством и производящих обширные торговые операции. Особенно я хочу подметить, уважаемые мои подписчики, чтобы вы обратили внимание на даты. Здесь четко говорится о 1539 год до Рождества Христова. Не забывайте об этом. Ва алейкум ассалам. Это датировка основания города Нахчивана. Кажется очень древней и удивляет своей точностью. Однако, это далеко не самая древняя датировка, поскольку армянские предания относят возникновение этого города непосредственно к моменту завершения всемирного потопа и называют основателем Нахчивани самого пророка Ноя. На древнеармянском пророк Ноах. Соответствующая легенда гласит, что после потопа, покинув ковчег, Ной со своей семьей остановился здесь, положив начало основанию города. Поэтому город и носит название Нахичеван. Глубокая древность этой армянской легенды доказывается тем, что она, как и армянская расшифровка названия Нахичеван, место сошествия Ноя, довольно точно воспроизводится в иудейских древностях еврейского историка Иосифа Флавия, жившего, как известно, в первом веке нашей эры. Некоторые азербайджанские ученые, по примеру своих армянских коллег, также выражают мнение, что название Нахичевань в некоторых азербайджанских транслитерациях Нахчеван связано с именем пророка Ноя. Вот что, к примеру, пишет историк Рзаев. Нахчеван – это полисоним название города, преобразован от имени Нах – Ной. Чи – окончание, принадлежность, бан – наследник и племена. Слово означает наследники Наха, Нуха, Ноя. Обращаясь к легендам и преданиям, связывающим название Нахчеван с именем Ноя, Ноаха, нужно отметить, что эта связь могла зародиться гораздо раньше появления и распространения библейских книг. Дело в том, что из древних месопотамских текстов мы узнаем, что на Среднем Ефрате еще в старовавилонскую эпоху 3-го тысячелетия до нашей эры у аморийцев, более поздний народ Амуру, почитался обожествленный персонаж по имени Нахум, в котором Дьяконов видел двойника библейского Ноаха, Ноя. Чтобы разобраться в структуре имени Нахум, отметим, что в аморейском языке, судя по всему, к некоторым именам, в том числе и заимствованным, добавлялся в конце суффикс «ум». К примеру, известном библейском имени Давид в аморейском языке писалось как Давидум. Кстати, само имя Давид первоначально являлось нарицательным термином в значении военный вождь, военный предводитель. Таким образом, мы получаем основание полагать, что в аморейском или в языке, из которого оно попало в аморейский, имя Нахум озвучало Нах, причем это форма имени Ноя, судя по времени ее писания письменной фиксации. Могла быть широко известна среди народов Древней и Предней Азии, смежных регионов. И этноним Нахчи, присутствующий в названии Нахчеван, мог ассоциироваться с Ноем, Нухом, Ноахом, Нахумом, Нахом в глубокой древности, еще до появления библейских книг. Возвращаясь к армянской легенде, которая трактует название Нахчеван, Нахичеван, Нахичевань как место высадки Ноя, укажем, что существование в древнем мире сразу 5 городов с названием Нахчеван, расположенных
весьма далеко друг от друга, делает такую расшифровку несостоятельной, чтобы не сказать курьезной. Чтобы не сказать курьезной. В самом деле, не мог ведь каждый из этих 5 древних городов быть местом высадки Ноя. Вследствие этого армянскую расшифровку названия Нахчивани следует отнести к разряду так называемых народных этимологий. Нахчиван, Нахичевань в Азербайджане, как явствует из древних и современных свидетельств, является очень древним городом, но его название связано с именем пророка Ноя не напрямую, а опоследовательно, через этническое имя Нахчи, которое связывается его носителями чеченцами, с именем пророка Ноя Нух, Ноах, Нах, Нох. Связь этнонима Нахчи с названием Нахчеван письменно закреплено также и в старинных этногенетических преданиях самих чеченцев, в тепторах, 2 из которых, совпадающих с исключением отдельных деталей между собой, были сведены воедино, переведены с арабского языка на русский и опубликованы Семеновым в конце XIX века. Семенов отмечал, что в его расположении имелось 4 рукописи, тепторы, написанные по-арабски и рассказывающие о происхождении чеченцев. Одна из них принадлежала жителю селения Нажаюрт, Шахбулату, другая – жителю селения Яраксу, Ауховского общества, Мулле Тимурко Урусханову, третья – жителю селения Цинторой, Мулле Арсануко, и четвертая – бывшему ичкерийскому кадию Шамилю Каратаеву. По словам Семенова, первые 2 рукописи принадлежали Шахбулату и Тимурко Урусханову, сильно разнились от 2 последних, принадлежавших Мулле Арсануко и Шамилю Каратаеву, не будучи также сходным и между собой. Последние 2 рукописи Муллы Арсануко и Шамиля расходились между собой лишь в некоторых деталях. Из всего этого собрания рукописей Семенов опубликовал перевод тептора Шамиля Каратаева с использованием также данных из текста Муллы Арсануко. Перевод по его просьбе сделал знаток арабского языка полковник Чернышов. Судьба других 2 тепторов, которые по своему содержанию значительно отличались от переведенных на русский язык, нам, к сожалению, неизвестны. Опубликованный Семеновым тептор заканчивается следующим указанием. Эта летопись составлена в год появления нашего великого имама Гази Мухаммада Гимрийского в 1244 году после гиджри, который впоследствии после 3-го намаза в понедельник 12-го Раббиль Ахира 1248 года хиджри умер мучеником в рукопашном бою во время сражения с неверными. Таким образом, составление или переписка более раннего оригинала, разбираемого нами тептора, датируется 1828 годом, то есть годом провозглашения Гази Мухаммада Гимрийского имамом Дагестана и Чечни. Тептор после общепринятых для мусульман вступительных формулировок начинается так. Летопись выхода предков племени Нахчу из селения Нахчувана, 17-й день месяца Раджаба, 63-го года Гюджри, 662 год по христианскому летоисчислению. По смерти пророка, да будет над ним благословение и мир. Далее приветствуется. Из вышеупомянутого благословенного селения Нахчувана вышли 3 брата: Абдул-хан, Рашид-хан, Гамзат-хан, сыновья Сейд-Али-Шами, носившего в свое время титул Сейдуль-Умари Султану Салатини, жившего 100 лет и умершего, да помилует его Бог, в Шаме. После смерти отца их княжеская и султанская власть перешла в руки людей неправедных,
а именно, место его занял Амар бену Хасан Шами. Вследствие этого братья бежали в Нахчуван. Из Нахчувана они ушли в Кагызман, где жили родственники отца их, в том числе их дядя Гази Гамзат. Там они прожили 10 лет. Младший брат Гамзат хан там и умер. Из Кагызмана Абдул-хан и Рашид-хан перешли Эрзерум, где пережили 6 лет. Там умер второй брат Рашид-хан, да помилует его Всевышний Бог. Он был Загид, святой, праведник. Абдул-хан перешел в Галиб по рукописи Арсунакохалеб со своим семейством, состоящий из 3 сыновей, 4 дочерей жены и племянника сына Рашид-хана. Здесь племянник Абдул-хана женился на дочери князя неверных Албулата. Оставив племянника в Халибе, Абдул-хан перешел со своим семейством одно место, где кроме волков и других диких зверей никого не было, и где протекала небольшая река Баксан. Там он построил несколько каменных башен. Из роднившихся у него на том месте сыновей одного он назвал Басханом. Там он и умер, да помилует его Всевышний Бог. Далее повествуется, что потомство Абдул-хана перебралось на территорию Чечни, поселившись у реки Аргун в Байна-Савриане, на другой версии Сюнкварт и в Нашхе. Тептар озглавлен весьма красноречиво. Летопись выхода предков племени Нахчу из селения Нахчувана. Название Тептара совершенно недосмысленно проводит связь между самоназванием чеченцев Нахчу и названием города Нахчеван. Тептар этот, как же отмечалось, составлен или переведен с более раннего оригинала в 1828 году, и таким образом, на предание чеченцев в связи их этнического имени Нахчи с названием города Нахчеван, приведенными в этом тептере, не могли повлиять более поздние научные публикации на эту тему. Отметим еще одно обстоятельство, указание тептера на то, что Абдул-хан построил на реке Басхан несколько каменных башен, показывает, что он шел не только со своей семьей, состоящей из жены, 3 сыновей и 4 дочерей, а продвигался во главе значительного числа спутников, поскольку для строительства каменных башен необходимо много рабочих рук. Да и смысл не было строить несколько каменных башен для одной семьи. Для одной семьи хватило бы и одной башни. Судя по всему, Абдул-хан вел на север не только своих домочадцев, но и значительное количество других людей. Но, конечно, это только предположение. В дальнейшем мы еще вернемся к содержанию опубликованных Семеновым тептеров, чтобы проанализировать упоминаемые в них топонимические ориентиры продвижения предков племени Нахчу или части из Средней Азии и Северный Кавказ. Из всего материала, который мы прочитали, чьи материалы использовались. То есть этот текст ссылается на определенных ученых. Бабахян, энциклопедический словарь Брагаузера и Фрона, Никитин, Дорога Мгера, армянские легенды, проведения и так далее, наука. Иосиф Флавий, иудейские древности. Рзаев, племени Нахары. Дьяконов, Амарей. Шифман, государство в системе социальных институтов в Древней Палестине. Савельев, древняя история казачества. Семенов, туземцы Северного Кавказа. 10 источников, на основании которых непосредственно была написана работа Хасана Бакаева, нашего уважаемого, любимого историка, который занимается непосредственно нашей историей с древнейших времен, и которого мы, конечно же, читаем и публикуем.
Так, что тут? Вот так мы зачитали вам небольшие материалы из книги Хасана Бакаева. Я надеюсь, всем в основном было понятно. Ничего сложного в этом нету. Непосредственно название связанное с этнонимом Нахчи, Нохчи. Я знаю, что у нас очень многие скептически относятся к этому названию, то есть начинают говорить, нет, это все-таки от названия просто народ, нах, люди, там народ, но здесь есть непосредственно более четко, и это уже на основании просто таких каких-то слабеньких косвенных доказательств. Здесь конкретно есть указание. И плюс ко всему, что бы хотелось указать? Опять же, родство и хорошие взаимоотношения с нашими братьями-адыгейцами. Ведь речь идет о реке Баксан. Река Баксан находится на сегодняшний день, мы знаем, находится в Черкесии, в Адыгее. То есть. Вот поэтому, то есть первое поселение там и уже дальнейшее уже переселение на Аргун. Заметьте, даже в то время вполне возможно взаимоотношения с нашими братьями-адыгами. Ну, по этой работе нужно проверять, как говорится. Пашлам, ты слышал такую версию, что Нохчи, слово «чи» было заимствовано у тюрков? Расул, ну ты вроде взрослый человек. Ну, какой... Ох, я не знаю. Вы прямо реально, вы вот такие нарнийские вопросы задаете. У тюрка взято. Не, я же вам только что зачитал, откуда, как. Я же говорю, Хасан, какие тюрки? Причем тут пришлый народ и история, которым 1539 год, название основания Нахчеван, а исходя от народа Нахчи появилось уже это название. Все говорится, Хасан, я только что вам зачитывал, не проходит и 5 секунд, вы начинаете мне нести какую-то чушь про тюркское чи или, я не знаю, и так далее и тому подобное. Зачем? Ну, я же только что зачитал, Расул, ты же слышал, зачем ты пользуешься версией каких-то нарнийцев, которые просто болтуны не могут конкретно прикопаться к реальным работам ученых, которые занимаются этим. Они будут клеветать, они будут оскорблять. Но в реальности, ну если знаешь чушь, зачем тебе это говорить, Расул? Зачем? Я не вижу смысла в этом. Вот. А так, я думаю, что вы прекрасно э, этот момент нужно зафиксировать, конечно же, как говорится, откуда, как название, 5 городов. Видите, он, несмотря, что это его работы, несмотря на то, что материал он собрал, на все это он и критикует. Не может же 5 сразу названий, которые друг от друга очень далеко находятся. Вот эти города. Баксан находится в Кабарде, и я из этого города Баксан. Вот, Заур, я же об этом и говорю. Ну, если я не ошибаюсь, Адыгея имеется в виду, я имею в виду адыги и черкесы, для меня это один народ. Начиная от Кабарды, заканчивая там Адыгеей, Майкоп и так далее и тому подобное. Вот. Речь-то идет, видишь, о поселении, постройке, и потом они уже ушли на Аргун. Вот что самое интересное. Я и в ранних материалах вам фиксировал. Хатты, хетты и хуриты, урарту, они и в древней Месопотамии, имеется в виду в этой области Ближнего Востока, проживали по соседству. Я смотрел дальше здесь недавно на телеканале History, тоже смотрел документальный фильм, и там рассказывали, как хаттам, потомков адыгов, хетты, хатты, их по-разному там, помогали друг другу. В древности помогали друг другу. Я уже не говорю об остальном. Вот. Поэтому
И та же самая легенда, которая есть у моего тейпа, Агишбатой, она говорит о близком родстве и дружбе с адыгским народом. И именно с адыгским, ну-ка, имеется в виду э, с теми, кто проживал в области Баксан, области Нальчика, вот в этой области. Были родственные отношения, хорошие дружеские отношения. Я говорю уже непосредственно. Но то, что в моем случае это какие-то предания наших непосредственно старейшин, моего тейпа, а здесь непосредственно прямое, а, как говорится, описание, научное описание. Вот. Значит, не просто так. На протяжении долгого времени друг другу помогали. И, как говорится, нету такого отторжения, такой неприязни или захватнической политики. И стоит отдать должное. Возьмем даже это селение Псидах. Первых, кого подселили, поселили на эти земли черкесские князья, адыгские князья, это были чеченцы. Селение Псидах. Это Малая Кабарда. Вот. Поэтому надо изучать, надо работать, искать моменты, как говорится. Так, Расул, Хаула, Саволчи, Асрисова, Таамур, Вуха, Хосвелла, Баш, историк Хорватия, на выход есть у нас. Прием предложение. Нелегко пришлось Хасану поработать, чтобы достать всю эту информацию. Информация в книгах. Мы все адыгей. Ну, знаю, я не отрицаю этого, Руслан. Что вы адыгейцы, не отрицаю. Ну, вот так вот. Дальнейшие материалы, конечно же. Ну, и майкопская культура. И вот сейчас материалы Хасана Бакаева. Материалы, то, что я зачитывал вам ранее еще, да, помните, не знаю, про жену Ивана Грозного, Марию Темрюковну, которая по многим документам, возможно, вышла замуж, являясь мусульманкой, по мусульманским традициям, потому что это была закрытая свадьба. И там очень много моментов тоже в этой книге, указывается, я вам зачитывал это. Это в контексте, может, это не так уж и понятно для многих, но очень много вопросов интересных. Очень много вопросов. Вот. Вот такие вот, как говорится, моменты. Просто мне порой кажется, что даже несмотря на то, что мы в Ютубе, Псидах — это по-нашему красивая вода. Рачул, Рачул, Жуапло, Сахатармарк. Да, это я слышал. Так что вот такие вот интересные моменты, уважаемые друзья. Хорошие взаимоотношения были и до непосредственно нашего общего первого имама Кавказа, шейха Мансура. Значит, было за что помогать своим братьям, поддерживать. Вот. И это, конечно, очень важно. Я уверен, если мы начнем в дальнейшем при изучении, иншаллах, я найду очень много материалов касаемо и оружия, и всего остального тоже. Наших взаимоотношениях, взаимодействиях. Поэтому Машлам, значит, вероятнее всего, что наше название и мы от пророка Ноя. Я всегда придерживался только этой версии. Для меня это, как говорится, самое приоритетное.
даже если косвенно многие считают и так далее. Это не говорит выше, ниже, что другие от других, от другого пророка поют. Нет, конечно же. Вот как сохранили с тех пор, понимаете? Это сохранили название. Никакие там ни чечены, ни шашаны, ни цацаны, ни сасаны. Вот эту тематику, это вот нам навязывают. Почему? Как мы только начнем придерживаться вот этого названия, вот этому бренду, вы должны понять автоматически, что наш народ будет молодым очень народом. Ну, там 16-17 века. Все. До этого периода этого народа не было. А значит, это молодой народ, который сформировался и так далее. Дальше уже вас оскорблять, вас задеть, делать будет все. То есть это полное разложение. Все делается с хитростью. Зачем пытаются взять общее наше название, допустим, взять наше название дзурдзуки, или взять наше общее название кистинцы, алейкум ассалам. Вот эти общие названия древние, зачем их пытаются взять, забрать? Все элементарно очень просто. С этими названиями удревнить себя и свое общество, свой народ, или сейчас народ уже. Вот для чего это делается. Точно так же, когда вы начинаете топить, я понимаю, что это в современном мире, это тренд. Это тренд. Это сегодня круто там и так далее, во всем мире известно, вот за нами закрепилось. Да, валикум ассалам. Но, вы понимаете, от того, что там Бойсхара называют Бойсхаром или Байсангуром, мы его должны называть именно так, как есть. И наш брат Заур задонатил, Заур, пусть Всевышний Аллах приумножит в 1000 раз то, что ты прислал в этот священный месяц Рамадан. От всей души дай Аллах тебе, твоей семье, твоим близким, родным всем мира, добра. Пусть Аллах засчитает как благое дело твою поддержку нашему каналу. Это за твой донат, который ты прислал. Вот. Поэтому сами задумайтесь и сами делайте вывод из этого. Какое название древнее? Что более важно? Что более правильно? Исходя из этого. Понимаете? Конечно же, вне всякого сомнения, там определенный период, когда мы там начали нас соседи называть, я не знаю, дзурдзуками, кистинцами. Да, оно тоже древнее, но не настолько древнее даже, как Нахчи. Не настолько. Вот о чем речь. Вы, конечно, можете назвать. А то, что Сюли там или другие норнийцы пытаются там указать там сыр, не сыр и все остальное, не за что брать Заур. Там 2-3 человека, которые всегда, когда в эфире пытаются мне помочь, хоть как-то задонатить, это брат Умар и брат Заур. Еще раз объясню. Дон Антонио. Все, кого ты перечислил в основном, это и есть черкесы. Точнее, правильно говорить, адыге. Они все адыге. Русские им дали название черкес. Ну, то ли русские дали, то ли иностранные путешественники тоже об этом пишут. Но сами себя они называют адыге. Вот.
многие из адыгейцев, черкесов помогали шейх Мансур, были в связи с шейх Мансуром. Сказать однозначно, только эти, мы не делаем этого. А, Вот так вот. Мы говорили об этнонимах, да? Вот как-то так пока, по крайней мере. Ладно, задавайте вопросы, если у вас есть, если вам интересно, важно, нужно. И тишина. Ну, там написано же все. Нахчеван, Нахичеван. Это разные транскрипции, но одно и то же. Азербайджан чуть-чуть иначе, я же разные как бы названия их сочетал. Это как я указываю, многие мне говорят, когда у тебя шапка в твоих постах, везде пишешь ты дзурзукском, чеченском. Я это делаю специально. Я это делаю специально. Еще один брат задонатил. Имя, правда, не написано. От всей души я Аллах дал саадойл болдиснек эзершка соудолил. Я благодарен. Огромное. Несмотря на то, что нас так мало, что есть некоторые братья, которые пытаются поддержать, помочь. Да, саадойл болдиснек эзершка соудолил. Пусть в этот священный месяц Всевышний Аллах вам дарует в 1000 раз больше и запишет за благое. Считается, что название черкесы дали адыгам тюрки, что в переводе означает «пересекающий путь». Опять эти тюрки будем неладные. Вполне возможно. Вполне возможно. Почему я говорю? Потому что, Заур, когда говорилось о походе Тимура Хромова, Тамерланга, говорилось о том, что он пошел сперва после того, как разбил Тахтамыша, пошел, Руслан, все, Руслан задонатил. Битоков Руслан из Нальчика задонатил. Что он пошел разрушать остатки Аланского царства. И разбивать начал черкесские, там указывается именно черкесских князей. То есть он с запада пошел на восток, уничтожая их. В то время, когда пришел Тамерланг, уже черкесы были на Кавказе и в западной части. Хотя некоторые недальновидные западные нордийцы, так их назовем, пытаются сказать, что адыги или черкесы, что это якобы они появились от нагайцев, там, от смещения от кого-то. Но проблема в том, что когда были черкесы, нагайцев не было даже. Само понятие нагайцы появилось намного позже. После Тамерлана. В этом проблема. Потому что в 13 веке появились. Черкесы это адыги. Руслан, мы знаем, мы не об этом говорим. Мы знаем это. Поэтому автоматически получается это чушь. Если надо просто-напросто многим людям, особенно нашим братьям, адыгам, нужно просто поднять и найти
арабские летописи, кажется, или персидские есть похода Тимура Хромова на Кавказ, и там уже найти не поз- я наталкивался на этот материал, где говорится, что он начал разбивать черкесских князей и башни, которые входили в состав Аланского царства. Аланского царства. То есть черкесы были в составе Аланского царства. Вот. Что для меня стало тоже, конечно же, немаловажным. Хотя территория сама Аланского царства, видать, была намного больше, чем представляется на некоторых картах. Вполне возможно, и я теперь уже более доверяю вот этой карте, в котором Аланское царство было от моря до моря, от Каспийского до Черного моря. То есть, включая части междуречия Терека и Сулака до Каспийского моря, и оттуда через центральную часть Чечня, ныне Ингушетия, частично Осетия, сегодня которая есть, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, и вот так до самого, включая абхазов, входила до Каспийского, до Черного моря доходила. Но это гипотеза, и вполне возможно, что она реальная гипотеза. В Википедии написано, что Нахчеван – первое место пророка Нуха после потопа. И наше предание, что мы прямые потомки Нуха, ну, думаю, просто совпадение. Ну, СС, видишь, в чем твоя проблема? Я только что зачитал материалы, которые не про... Нет, это не тюрки, Руслан, ты ошибаешься. Они утеряли свой язык, но они не тюрки. Может, они сегодня себя считают тюрками, но этот кластер, и они не тюрки, поверь мне. Ни карачаевцы, ни балкарцы не являются тюрки. Они носители тюркского языка. Считается, что как раз во время Тамерлана они утеряли свой родной язык. Поэтому так говорят многие ученые, серьезные ученые об этом говорят. Сегодня их пытаются приписать к тюркам, но язык у тюрков они переняли. То ли, может быть, это часть из армии его там повлияла, я не знаю, сколько, кого. Но я очень сильно сомневаюсь, что кто-то из армии Тамерлана остался в этих горах, и после этого они стали балкарцами или карачаевцами. Это очень сомнительно. Да и ДНК показывает, что маловероятно это. Вот. А тому человеку, который говорит, что это совпадение, совпадение это когда только одна нить ведет к этому процессу, то есть Нахчеван, Нахчи с этого места. Но когда целый ряд, я же вам только что зачитывал их. По этой книге я еще буду зачитывать, и очень много. Уж слишком много совпадений. Очень много совпадений. Абхазы, черкесы, адыги, кабардинцы и чеченцы всегда жили мирно со всеми. Ну, все-таки Нохчи, может быть, а не чеченцы. Абхазы, адыги, ты разделил, видишь, кабардинцы, адыги, черкесы – это один народ. Всех нужно просто сказать. Адыги, нохчи и абхазы жили вместе. Это правильно, грамотно. Но, я не знаю, честно, я же только что зачитывал. Проблема в том, что когда я зачитываю что-то из книги, вы не слушаете. Вы между собой, я не думаю, это просто, я написал, я не думаю. Все, понял, все, Каят Табях Мобил СС. Интервал, я прошу прощения. Я, значит, неправильно прочитал. Старею, прошу прощения. Конечно, не совпадение. Не совпадение. Уж слишком много совпадений, уж работа очень хорошая. Вы же можете просто сверить. Когда генерал стратегического назначения, сказочник, открыл эту книгу, а она у него сразу появилась, я не знаю, я в основном видел одну вырезку, и он так взял эту книгу, и мне понравилось, как он зачитывает оглавление. А это очень сильно так бьет содержание оглавления, точнее, содержание. Говорит о родстве чеченского языка с хурито-уральским. Нахчи и Нохчи. Нахчимат или Нахчимат. Нахчи как общее название чеченцев, ингушей. Чи – человек, чи – люди. Изыскание Адольфа Дира.
пастырь горных земель Кирилл Данаури. И здесь все чеченцы, чеченцы, чеченцы. Все про чеченцев, а ингушей нету. Книга находится. Вот он закрыл книгу так. Поэтому книги надо читать, смотреть, сколько в них фантастики. Если вам человек говорит, грубо говоря, вырезает цитаты, как это делает наш норвежский генерал стратегического назначения, он, конечно же, делает вырезки. Здесь же вы можете зайти, если вы считаете, что я что-то упустил или неправильно прочитал. Каждый из вас может прочитать эту книгу и посмотреть. Расул Башламе 2 раза задал вопрос. Я не знаю, что ты за вопрос задал. Ты обычно вопросы задаешь очень такие простые. И, Расул, у меня нету никакого вопроса от тебя. Ты уж извини. Руслан есть, Марк есть, СС есть. 2 раза задал вопрос. Твоего вопроса я не видел. Или ты сменил свой просто-напросто ник, и ты на самом деле являешься Дон Антонио Конте. А вопрос задавал мне Дон Антонио Конте. Ты мне никакого вопроса не задавал. И теперь ты мне говоришь, я 2 раза задал тебе вопрос. Главное, что мы знаем наше настоящее самоназвание. Это Башлам. Значит, вероятнее всего, что наше название, и мы от пророка Ноя. Я зачитал, я сказал да. Другого вопроса я от тебя не вижу. 2 вопроса от Дон Антонио Конте, и ты мне говоришь, я 2 раза задавал вопрос, ты не отвечаешь. Или ты Дон Антонио, или же ты Расул Альдиев. Ты определись. Я тут, что там. Почему я вижу свой вопрос. Я не знаю, почему ты видишь свой вопрос и как ты видишь свой вопрос, но я отвечаю на все вопросы, на ваши, которые есть. Вопрос задал Дон Антонио Контре, или как там его еще. Он задал вопрос, других вопросов я не видел. Панасенко я смотрел. Башлам, я как раз сегодня напоролся на ролик про иго татаро-монгольское. Так, там русский историк говорил, что само название татары, татаро-монголы, не имеют отношения к самим монголам, они себя называли халхай. Да, я слышал это, я слышал об этом, но подтверждения я не могу. С трудом представляю, как можно перейти на другой язык. Руслан, возможно, очень даже возможно. Марк, я пропустил твое приветствие, видимо, когда выходил из эфира. Как тебе Панасенко? Нас называют варварами. Панасенко много кого называют, но я не нарцисс. Как историка уважаю, но как личность нет. Я ранее слышал, кто он такой, говорить мне о цивилизации или говорить о том, кто мы такие. Когда он там бегал, я не знаю, извините за выражение, с лепестком и с оленями рожками, да в лаптях, мой народ давно уже металлическим оружием орудовал. Поэтому не ему говорить, какой мы народ. Я имею в виду за свой народ. Мои вопросы специально блокируют. Нет, не блокируют. Почему твои вопросы блокируют? Женщина дала интервью Дудю, где говорит, что против войны, когда бомбили Ирак, она говорит, что все правильно. Что это, лицемерие, твое мнение? Да, это лицемерие. Я противник был всех войн на Ближнем Востоке, 2 войн в Ираке, в Ливане, в Сирии, в Афганистане. Я противник, когда убивают и занимаются бомбежкой моих братьев по вере, невинных людей, я имею в виду непосредственно. И что горстка каких-то маргиналов, даже если она есть, оно не заслуживает того, чтобы 1 миллион детей или 500 тысяч детей погибало. Они-то, конечно, будут, иншаллах, в раю, но Алихан Вахид пишут, что, короче, что там пишут норнийцы, мне не интересно. Я их уже устал разоблачать, конечно. Поэтому, если у вас есть по тематике вопросы, задавайте. По тематике. Если нету, лицемерная политика Пиндостана мне не интересна, потому что я видел, что они творили на Ближнем Востоке.
Я видел, как погибали невинные мусульмане, поэтому мне это, что касается геополитических каких-то интересов Америки на Ближнем Востоке, во всем мире, где он хочет быть единственным жандармом и делать все, что хочет, как хочет, где хочет. А стоило появиться проблемы темнокожих, но поэтому мне это уже не интересно. Так что дальше по истории есть вопросы, если за... кумыкское имя Вахид, арабское Ваха, Яха, чеченский. Уважаемые мои братья, все Бек, Хан, приставки, которые есть, это тюркские имена в основном. Ваха, Яха, Сацита, Туаита, это чеченские имена. Вахид, Муахид, это все арабские имена. Башла, можно задать вопрос еще раз, может, сейчас увидишь. Задавай. Из Википедии Генрих Хюбшман. С другой стороны, утверждает, что название города происходит от Нахчевана. Нахч – личное имя, Аван – город. Ну, то же самое, СС, то, что мы говорили. Задавайте вопросы про историю нашего народа Кавказа. Понял, я удивился, что они Нахчик Амдал Сидуэл Шудерес Хил Худар. Асланбек, что скажешь, не Асланбек. Бек, я еще раз говорю, Бек, Хан, приставки, это не чеченские имена. Марк, не блокируй мои вопросы. Википедию можно изменить все. Википедия, да. Википедия это место, конечно, не самое надежное, к сожалению. Но факт есть факт, что там не настолько надежно. Вот. Ну, совпадение, что касается Нахчевана, об этом мы, конечно же, говорили. Кстати, этим хотят многие. Аслан, тюркская, лев. Магомед Амагов, вполне. Я не знаю, я не говорил, что Аслан чеченское имя. У нас, конечно, другое. Олгазар, Лечи, вот такие имена. Зур, Башлам. Какое положение было у чеченцев в СССР? Мама говорит, продукты были вкусные, а все на этом кончается. Ну, не знаю, как там твоя мама жила. В СССР было много очень хорошего. Но и плохое тоже было, конечно же. Плохое это непосредственно Байсангур или Байсазар чеченский. Нет, ни Бойсазар, ни Байсангур, ни чеченское. Бойсхар, Бойсхар это чеченское. Ни Байсангур, ни Байзангур, другие транскрипции это неправильно. Его имя Бойсхар. Бойсхар ол цацболчар. Бойсхар ол цацболчар. Поэтому... Да, можно Википедию менять. Я просто, да, это ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Поддержите канал лайками, подписками, Баркал. Ну, у нас лайки, кажется, 43 лайка, а в эфире 40 человек. И то хорошо. Я каждый день изменяю тексты после норнийцев в Википедии. Башлам, а кому верить реально? Везде пишут, что хотят. Читай больше, найдешь истину в книгах. Сопоставляй, делай выводы. Башлам, посмотри сейчас. Расул, я зачитываю все, что мне приходит сразу. 44 написано. Расул, я не трогаю твои вопросы. Вот Дон писал про имя, я удалил, потому что тема про историю нашего народа и всего Кавказа. Ну, мое имя это чисто чеченское имя. Я это не я дал себе имя, это дала моя бабушка. Башлам это вот гора. Тающая гора. Вот, если в переводе. Башлам, есть один канал на ютубе, постоянно выкладывает записки всяких писарей, генералов империи. Там много про чеченцев написано. Я думаю, их можно
верить. Да, можно верить, конечно, когда написано про, особенно от российских царских генералов. Они правду, конечно, напишут. Солнце, прямой эфире, лайк да, не понял я вопроса, Магомед Амагов. Солнце, цаха, прямой эфире, лайк да, Расул, тут, что там написано, тут не видно твоих вопросов. Беш, это же типа тает. Баш, а не беш. Или правильно, баш. Беш это огород. Кярт, огород. Ассаламу алейкум, изри, как вы? Алейкум ассалам. Говорят, всплыли какие-то документы об отношении адыгов с Таймиевым. Да, у меня есть это документы. Есть такие. Опубликуем, да. Я спросил, нашествие других инородцев было до России на Кавказе или после? До России было. До России было. Ну, конечно, было до России. Тамерлан, Россия когда появилась? Это в 18 веке появился. Петр Первый, это первое, ну, не Петр, ну ладно, еще с Ивана Грозного, пускай будет. Со времен Ивана Грозного. Это 16 век у нас, да? Вот. Да, 16 века. А Тамерлан, Тимур Хромой, точнее, и Субиде, и Джебе, монгольское нашествие, татаро-монгольское нашествие, хазарское нашествие. Там много каких было до них еще, до русских. Поэтому до Ибраим Хамуху, ассалам алейкум, алейкум ассалам. Как ставить лайк в прямом эфире? Бешашбу. Барз айла, алейкум, айли дику, альхамдуллах, хамуху, ваша башлам. Как думаешь, какие сны видели аборигены? Не знаю. Я не могу узнать, что вас видит в снах. Я не провидец. Валейкум ассалам, айл машу вайл. Башлам. Бой юц эн цэцүн оан түлшхылы бойслар. Цахитесо. Бой юцэн. Бой юцэн. Бой юцэн оан түлшхылы бойслар. Цахасу. Я, когда говорил с его родственником, что мне сказали, я передал. После России было ли нашествие других? После России было ли нашествие других народов? После России не было, потому что эта территория уже была территорией России. Ну, если считать Германию гитлеровскую, если ты его считаешь, то да. А так, конечно же, то навряд ли. Я вижу, что мобил. Тажималсданга. Феник, а то так сейчас и время подойдет, пока вы задаете вопрос. Ай хурма юка. Бисмилля. Башлам, евреи, арабы, это же по сути один народ. Да. Хронологию я тебе объяснил. 10 век, с 7 по 10 хазарский каганат. 13 век это монголы. 14 век это Тамерлан. Дальше мы в горах. И уже с 15-16 века были небольшие стычки с ногайскими набегами, с кумыкскими набегами, с юлинскими набегами и так далее. Потом уже Россия появляется. Возможно, буду, посмотрим. Надо еще дожить до этого времени. Зарему. Про какую Зарему ты говоришь? Во-первых, я знаю одну Зарему, но обсуждать ее я не хочу. Мне много раз присылали норницы ее книгу, якобы ссылки с ее книги. Она там написала, что там
версия о том, что Нохчи это мячик, какой-то сырный мячик, вот эту чушь, которую написали. Про нее я немножко знаю, но это не тот человек, за который нужно переживать. Что за Зарема, другую Зарему я не знаю, что за историк Зарема, не встречал. Есть. Нордийцы есть среди любого народа. А наши ли все наши барицу? Масанаху. Баркал. Башлам, ты где работаешь? Ты же из Бердюрта далеко едешь на работу. Я не в Бердюрте, никогда не был в Бердюрт. Бердюрт это Ингушетия, а я живу у себя на родине, Нохчичуа. Я в данный момент живу в Нохчичуа. Сюэльжгала. Работаю на ЦРУ, Ми-6, ФСБ, ГРУ, какие еще Моссад, арабская контрразведка, египетская контрразведка. Что есть? Какие есть еще какие-нибудь назовите еще спецвойска, где я не работаю. Вот. Ну да, NCA, там, ATB и так далее, и другие многие-многие места. So Бердюрт. Бердюрт находится в Ингушетии. Бердкел это Нохчичуа. So. Hon hovezetsen så det så Berdyurtar var ye Berkatjurtar vats ye Berdyurtar vats så Berdkelaru. Sada Berdkelaru. Sanan yokç ayet харıyor. Вот. Со эш бетеру. Тхаху хадел эш бетерду. Среди нас есть только, не хочу писать про них, они живут в основном на Западе. Вот так вот. Значит, по логике норнийцев, Бердкел произошел от ингушского Бердюрт. Пошла вариант меня в Пентагон устроить или хотя бы в ЦРУ. Все, сейчас я, подожди, наберу. Алло, Заканюрт. Если только так. Я по-другому никак не знаю. Но это такой приход. Надеюсь, ты не обидишься. Это юмор. Заканюртом соедини меня.
Мы не про законюрт говорим конкретно. Законюрт там хазнохчи юртю. Мы не про законюрт говорим. А есть такой вот прикол. Там есть специально отделенное место, где есть люди нарнийского происхождения. Больные, да, маршал Дуацально. Сасун, я не, я не работаю с Хучеевым. Хучеев председатель правительства давно. Он давно уже не мэр города. В Нахчеване находили какие-то артефакты, которые сходятся тем. Вот в этом-то и проблема СС. Что есть у нас? У нас ничего нету сейчас. Башлам 9 горбольнице был ты. Говорят, оттуда живым не выйти. Дом Антонио. Да, был. Мне сделали операцию там. 2 операции, и я живой. Вот, сделали 2 операции, и я живой и здоровый. Башлам, пришлю майку с адыгской символикой, заберешь с маршрутки? Конечно, заберу. Только смотри, Руслан, я очень такой, как минимум 2-3 XL надо. Я большой, если маленькую пришлешь, я ее носить не смогу. Как ты видишь, вышел Бахя. Как ты видишь, вышел Бахя. Ну, не знаю, что-то у нас там на башнях. Петроглифы ты имеешь в виду? Ну, я не знаю, честно сказать, искали ли, есть ли там что-то СС. Это, насколько я знаю, что там сохранилось, я не знаю, насколько это так. Кто-то ездили туда. Это место конфликта, если я не ошибаюсь, сейчас Нахчевань. Или нет, или оно находится в Азербайджане уже. Но не был, не знаю, кто-нибудь исследовал этот вопрос. Этого сказать не могу однозначно. СС, ты солдат СС. Почему обязательно СС должен быть солдат СС? Допустим, СС может быть старая Сунжа. Или Сайцелимов, Сайцелим. Много ли что может. Ну что, дать вам отдохнуть на сухур?
Башлам, как-то у нас возник спор с тем, кто доказывал, что в Шаройском районе были найдены аланские захоронения. Я не слышал такого. Были ли там найдены аланские захоронения, очень сильно сомневаюсь. Надо поговорить с султаном, но я не слышал ничего подобного. Вот что, но что аланские захоронения там находили, такого я не слышал. Да и сложновато это было бы в этой местности, кто не был. Захоронение понятие в Шаройском и Чеберлойском районе очень тяжеловатое. С учетом там 15 сантиметров всего лишь там земельный покров, остальные камни до камни. Кто не был там, тот может говорить, а так что-то аланское, ну, не знаю. Если некоторые ученые доказывают, что, алейкум ассалам, что якобы башни это вот взято с аланской культуры. Если в этом плане, то да, а в другом сомневаюсь. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, Нохчу Берзай. Ва алейкум ассаламу ва рахматуллахи ва баракатуху. Уарство истинные Нохчи. Абсолютно согласен с твоим ником. Уарство это часть чеченского народа. Ладно, выжри. Я постараюсь завтра тоже сделать эфир. А на сегодня мы, наверное, уже закончим. Вот. Тейп Хачру является исконно чеченским тейпом. Амин. Уже многие и спать хотят, и устали. Если что, пишите, отвечу. Кстати, всем, кто не знает. Инстаграм, Фейсбук, ВК, Телеграм. Все каналы у нас есть, включая вот этот YouTube канал. Пишите, задавайте вопрос, пишите в директ. Я обязательно отвечу, не оставлю неотвеченным ни одно сообщение. Если есть какой-то материал, весь народ является древним Расул. Поэтому я хотел сказать, если что-то найдете, тоже интересные карты, исторические моменты для проверки, для публикации, присылайте, посмотрим, обработаем, проверим достоверность, опубликуем. Интересные какие-то видео про наш народ. Все это, у кого есть мой WhatsApp и остальные, обращайтесь, пишите. Я всегда открыт для всех. Не стесняйтесь. Всегда рад буду пообщаться с вами. Всем огромное спасибо моим братьям, особенно моим братьям и сестрам, которые задонатили. Аллах дал саадуэл. Пусть Всевышний Аллах приумножит все, что у вас осталось. Всех еще раз поздравляю сегодня с окончанием первого дня Рамадан. Дай Аллах, чтобы весь месяц мы в имане, в исламе, на истине, ради нашего Всевышнего Аллаха смогли продержать этот месяц. Я жду вас завтра в 11 часов или в 10 часов. Я вас с радостью заходите, приглашайте побольше к нам подписчиков. Я с радостью, конечно же, отвечу. И, конечно же, мы будем отвечать, зачитывать все, что вам нравится. Только скажите направление. Оружие, башни, история, культура. Что вас интересует? Хасана Бакаева, других историков. Все мы сделаем, все ради вас. Изучайте свою историю, географию, адаты, культуру. Это очень нужно. Это нужно передать нашим детям. Всем спокойной ночи. Масер Адикюэль, Бюздей Калиоил. Шутвор Шуош Башлам. Масерна Дар Эттубуэль.
Мацалаканова, иншаллах, гурду. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ибраим, не забудь заставку эту сделать, как говорится, заставку нормальную поставишь там, остальное максимально распространяйте, приглашайте к нам и в Телеграм-канал, и в YouTube-канал, Facebook, Instagram, Twitter, ВК. Мы везде есть. Пишите, интересуйтесь и узнаете много нового. Адекват.